Я родился в городе Темиртау, Карагандинская область. Мне 21 год. Выбор стал между учебой или спортом. Я выбрал, где мы устраиваем полностью логистику, обустраиваем зал, контролируем и подготавливаем полностью это мероприятие. Также я занимаюсь общественными значимыми социальными проектами. Один из самых главных моих проектов – это в сельских местностях. Иногда горящим молодым людям иногда не хватает поддержки. Да, иногда будет тяжело, иногда будет неинтересно, но нужно соблюдать дисциплину. Салем достар, мен атым Яудамирас. Я родился в городе Темиртау, Карагандинская область. Мне 21 год. Родился и учился в 21-й школе, закончил все 11 классов, но я сменил 2 школы. С 1 по 6 класс я учился в 9-м лицее города Темиртау, а затем после 6 класса отец отправил в спортивную школу. Занимался и увлекался в подростковом детском возрасте спортом, а именно дзюдо. Занимался около 7 лет, затем выбор стал между 10 классом, когда выбор стал между учебой или спортом. Я выбрал, конечно, учебу, но все-таки спорт до сих пор со мной, потому что сейчас я занимаюсь различными турнирами, массовыми мероприятиями, связанными с спортом. Ежегодно на протяжении 4 лет мы проводим турнир по дзюдо огнемагниток в городе Темиртау. Это международный турнир, где участвуют различные страны с СНГ. Это турнир среди юношей и девушек. То есть в этом турнире участвует более 1000 спортсменов, где мы устраиваем полностью логистику, обустраиваем зал, где контролируем и подготавливаем полностью это мероприятие. Также я занимаюсь общественными значимыми социальными проектами. Один из самых главных моих проектов – это Жасыл ел в городе Темиртау. Являюсь главным координатором городского штаба Жасыл ел города Темиртау и поселка Ахтау. На протяжении 2 лет я занимаю эту должность. Этот проект мне предложили где-то в октябре. Я рад был сразу приступить к этому проекту. Изначально каждый ментор проходил через голосование. Честно, мне этот проект очень важен, потому что в сельских местностях иногда горящим молодым людям иногда не хватает поддержки. И именно этот пилотный проект в Карагандинской области в этом году стартовала. И возможность для каждого молодого парня или девушки прям значимый проект, потому что каждый ментор у нас по Карагандинской области распределились по 2 или 3 регионам в этом Карагандинской области. И каждый молодой человек имел возможность, так скажем, вступить в этот проект, где могли бы показать свои возможности и навыки. В этом проекте я провел 2 встречи. В частности, это поселок Егынды-Булак. Затем я поехал в Доскей аул. Первая встреча у меня провел в Егынды-Булаке, где была встреча со школьниками. Отобрал там 3 своих менти. Провели на встрече интерактивную игру, где молодежь активно поучаствовала. Были интересующие вопросы. Также после встреч мы организовали для них выездной лагерь. Это в Каркалинском районе, санаторий Жасалы, где мои менти поучаствовали в школе волонтеров. Было 3 дня мероприятий, то есть они на протяжении 3 дней узнали, что такое волонтерство. Также мы приглашали очень хороших спикеров, специалистов по искусственному интеллекту, по мобилографии, а также спикеры были приглашены с национальной волонтерской сети по волонтерству, по зооволонтерству ребята участвовали. Было
очень такой насыщенный и полезный лагерь, где ребята впервые познакомились, что такое волонтерство, и с другими ребятами познакомились, и до сих пор думаю, что они на связи, подружились. Являюсь главным координатором городского штаба «Жасыл эл» города Темиртау, а также участвую в волонтерских инициативах, в городских значимых социальных мероприятиях участвую. Вот. Эту должность занимаю 2 года. Мы трудоустраиваем летом ребят с поселка Ахтау, с города Темиртау. Количество бойцов 1000 человек. До этого времени, думаю, слово «ментор» для меня было как со мной ходило, потому что постоянно ребята ко мне обращались, в подростковом возрасте ребята подходят, задаются вопросом, где получить первый опыт работы, где можно научиться тому-то, где научиться этому. И так как в городе Темиртау мы работаем с разными людьми, с разными компаниями, с разными фирмами, я постоянно пытался помогать молодым людям, и есть опыт работы с такими детьми. Также мы трудоустраиваем социально уязвимые слоя населения. Мой первый опыт работы, как я пришел в эту сферу, я пришел именно социальную общественную деятельность в 15 лет. В 15 лет я был обычным бойцом, затем чуть отличился от других ребят, затем заметили, после этого стали приглашать на различные мероприятия. Участвовал как просто волонтер, затем чуть дали больше ответственности, так скажем. В 2023 году поступил такой хороший и интересный вариант. Тогда волонтерский центр «Шанрах» совместно с ArcelorMittal города Темиртау тоже запустили пилотный проект, где мне необходимо было собрать команду по благоустройству и озеленению. У нас в городе есть парк, заброшенный со времен СССР. Дали задачу благоустроить и озеленить этот участок. Собрал 30 парней с колледжей, студентов, также были школьники. Трудоустроили на 2,5 месяца. Ребята показали очень хорошую работу. В целом за 2,5 месяца мы благоустроили и озеленили. Сейчас этот парк имеет название «Парк трудовой славы» города Темиртау. Можете посмотреть по инстаграму. Сейчас она вообразилась. После этого стали издавать в газеты, в СМИ. Затем показали очень хорошие результаты. И последующие итоги в следующем году я занял эту должность главного координатора. Физическая культура, спортивный менеджмент. Обучаюсь по этой специальности в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза. 4-й курс. После 11 класса я решил не бросать полностью спорт, так как для меня спорт значит и имеет особое место для меня, потому что с детства я любил спорт, и 7 лет занимаясь, участвовал в различных республиканских турнирах, международных, областных и городских турнирах. Был 2-м номером в городе Темиртау, но получил в 10 классе травму позвоночника, пришлось попрощаться с спортом. Но полностью бросать тоже не было варианта, так как отец видел во мне спортсмена. И сейчас, думаю, в будущем отчасти буду заниматься какими-нибудь инициативами спортивными, так как я сейчас до сих пор занимаюсь
различными проведения, организатором турниров. Вот для меня спорт — это отдельное место для меня в моей жизни. В детстве вообще в целом, как я пришел на спорт, у меня есть двоюродный брат, когда ходили в гости к брату старшему, с братишкой часто боролись. Братишка у меня был боксером, а я любил бороться. Тогда вот брат сказал, тебе надо идти на дзюдо, давай попробуешь себя. Вот повлиял брат, затем я после этого пошел на дзюдо. А именно, чтобы поступить на эту специальность, повлиял, наверное, отец, потому что в 7 классе он отдал меня в спортивную школу. Затем после этого сказал, давай попробуй себя в университете, давай посмотрим. Вот, отец повлиял на мою специальность. Для школьников, для студентов, в целом для молодежи мой совет: всегда развивайтесь, не останавливайтесь на месте, пробуйте. Да, иногда будет тяжело, иногда будет неинтересно, но нужно соблюдать дисциплину, переходить, как называется, через «не хочу», пробовать, учитесь, развивайтесь и не останавливайтесь на месте. У вас все получится.